Первый радиосигнал на территории Чечни прозвучал еще в 1928 году, но только 20 ноября 1936-го радиостанция была выделена в самостоятельную организационную структуру. Именно тот день считается днем основания РТПЦ Чеченской Республики. И вот сегодня, спустя 80 лет и 3 дня, цифровое телевидение дошло и до последнего района республики. Мы работаем для вас, телезрителей. Очень приятно, что даже пусть небольшое количество ваших телезрителей вас увидят все каналы. В этом году вы увидите уже первых 10 мультиплекс обязательно. 3 радиовещательных и 10 телевизионных каналов федерального и регионального уровня в Итум-Калинском районе не предел. Всего через 1,5 года телезрители из горного района получат еще 10, то есть в общей сложности 20 каналов. Известные спутниковый триколор и другие недоступны в связи с тем, что рядом находится основной главный Кавказский хребет, испытывали трудности. Но теперь с вводом данной станции прогресс цивилизации шагает в горы. Высота антенны мачтового сооружения 20 метров, а мощность передатчика 100 ватт. Этого достаточно, чтобы охватить все села высокогорного района. Но и не только. Телевизионная картинка доберется и до служащих погранзаставы. Вот эта инфраструктура, которую мы сейчас построили, она является тем основным звеном, на которое мы дальше будем мускулы и технологически наращивать. И то есть предоставлять вам как можно больше полноценнее высококачественных услуг. Вся республика практически почти 100% покрыта телевизионным радиовещанием. Это действительно большое знаменательное событие в жизни не только нашей республики, я думаю, вообще Юга России и всей страны, потому что еще какое-то время назад мы не могли представить себе такое. Разрезанием символической ленты станцию цифрового телевизионного вещания РТС официально ввели в эксплуатацию. Это событие почти совпало не только с 80-летием РТПЦ Чечни, но и Всемирным днем телевидения. Телевизионная станция в Ведучи стала завершающим объектом строительства сети вещания на территории Чечни. Первая цифровая картинка появилась в самой станции. Включаем. Ура! Спасибо. Мы первым делом постарались, чтобы все-таки телевидение вели там, где горные села, где труднодоступные районы, пусть даже меньше людей. И по всем горным республикам, то есть практически все, кроме Ставропольского края, у нас уже закончили цифру. Чеченская республика очень серьезно развивает систему, так сказать, телевидения цифрового, и покрытие больше, чем в Чеченской республике, нет нигде, 99,4%. Итум-Калинский район, как и вся республика, претерпевает большие перемены. Строящиеся огромные туристические базы в скором времени привлекут гостей из разных регионов. И на рубеже таких позитивных изменений отсутствие цифрового ТВ стало бы слишком заметным минусом. В Чеченской республике мы одни из первых, которые производят модификацию пакета, то есть замещение федерального пакета России на региональную войну. Это только сейчас еще теперь в Волгограде осуществляется и в Самаре вот пока. Мы одни из первых, кто производит замещение. И мы остаемся самые первые, которые подняли региональный мультиплекс на спутник. Итум-Калинский район, хоть и на самой границе, далеко не самый маленький по численности. Здесь проживают свыше 6 тысяч человек. Коренные жители, которые работают в равнинной части республики, возвращаются сюда в основном в зимний период. Но и постоянных жителей здесь тоже немало. Например, в селе Ведучи постоянно проживают 72 семьи, почти в каждом доме есть телевизор. Однако за просмотр каналов до сих пор нужно было платить, потому что вещание спутниковое. Отныне такой проблемы не будет. В большом доме Шамаева живут 9 человек. Глава семьи рассказывает, чаще всего собираются у телевизора, как и, наверное, все, по вечерам. Смотрят больше новости, чтобы оставаться в курсе мировых событий. Радуются, что теперь за это не придется платить. Хамзат Уюбов, Асухар Цухаев, Данил Хофхаров. Новости.